Вот-вот в новой трехэтажной школе Берт-Юрта прозвенит первый долгожданный звонок. Разделяет это важное событие с учащимися глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов. Он не просто почетный гость на торжественной линейке. Сегодня руководитель региона проверяет готовность объекта к новому учебному году. Мы тоже жители села сельского поселения Берт-Юрт, и от лица нашего коллектива, я работаю в этой школе, мы бы вам хотели выразить благодарность за строительство такой современной, технически оснащенной школы. Мы должны в первую очередь благодарить президента, правительства Российской Федерации. В действительности, это немало денег вложено, немало сил вложено, понимаете? Но сегодня это сделано для того, чтобы вы дали знания детям, чтобы эти дети потом, понимаете, вот, где-нибудь будет там в Москве, не знаю, юрист, врач, Глава Ингушетии осмотрел территорию школы и само здание. Цель – убедиться, что новый образовательный объект соответствует современным требованиям. Учебное заведение и правда оснащено всем необходимым – профильными кабинетами, библиотекой с читальным залом, спортивным и актовым залами, а также пищеблоком, медкабинетом. Но и этим не ограничиваются возможности для развития учащихся. Для них созданы мастерские для работы с деревом и металлом, кабинет домоводства, а во дворе – спортивные площадки. Все эти вещи строятся, вот, которые в далеких, отдаленных селах, что мы делаем? Мы делаем для того, чтобы детям было условие. Хорошо, что наш президент сделал, да, наш, выделил деньги, выделяет. А тем временем ребята с нетерпением ждут главу региона в актовом зале. До начала торжества считанные минуты. Но прежде чем зажечь символический огонь знаний, глава Ингушетии рассказывает присутствующим о важности новой школы и поздравляет их с этим событием. Я хочу поздравить, в первую очередь, дети, вас, ученики, мальчики, девочки. Особенно хочу поздравить учителей. День знаний сегодня. Это, знаете, вы свет, постоянный свет в этом мире, вообще в целом, в стране и здесь. Вы берете и включаете жизнь в голове ребенку. Сегодня я могу порадоваться за поселение Берт-Юрт. Жители Берт-Юрт ждали эту школу. И только родители знают, но и волокита для управления районным образованием и Министерства образования. Сложность в том, что детей возили в другую школу, в другое сельское поселение. 2 смены, 3 смены учились. А даже передвигаться, ну, как бы небезопасно детей на далекие расстояния. И сегодня я так рад, вы такие красивые, как всегда, ухоженные. Но я вам скажу, жизнь, она очень сложная. Не усложняйте ее тем, что вы будете плохо учиться. Чем вы будете лучше учиться, ваша жизнь будет легче в будущем. Вы должны быть умными, вы должны быть сильными. Вы должны полагаться на себя и потом еще помогать своим близким, то есть маме и папе. Почему? Только сильный человек, только образованный человек. Сегодня я скажу, что тот багаж, даже 10-20 лет назад, он уже устарел. Сейчас все вперед идет. Цифровизация, искусственный интеллект. И насколько вы сегодня, его старшеклассники особенно, и младшие классы, вы должны 23, по-моему, мне сказали, да? 21 первокласс. Это такое богатство, Берт, это долго, уютно, заберешь дождь. Но в следующем году, я думаю, будет 40. Надо все-таки школу заполнять вот, первоклашками. Я думаю, что сегодня те условия, я прошелся, посмотрел, условия созданы. Очень важно сегодня в таком селе, понимаете, никогда никто не думал. Вот у нас есть школы, и в других селах есть и Олкум, и Мужичи, и, понимаете, Вежени, там,
Ну, то есть такие в селах у нас такие школы красивые. Сегодня президент на социальные объекты, вдумайтесь только, социальный объект за 5-6 лет. Школы, детские сады, больницы, дом культуры. Нам выделено 50 миллиардов денег. И более 50 детских садов, более 50 школ, более 25 дом культур, больницы, ФАБы, ФОКи. Я хочу поздравить, в первую очередь, дети, вас, ученики, мальчики, девочки. Особенно хочу поздравить учителей. День знаний сегодня. Это, знаете, вы свет, постоянный свет в этом мире, вообще в целом, в стране и здесь. Вы берете и включаете жизнь в голове ребенку. А уже после музыкальной программы наступает самый ответственный момент. Махмуд Али Калиматов вместе с первоклассницей школы Берт-Юрта зажигают огонь так называемой башни знаний. С этого момента школа официально открыта. Все. Дорогие друзья, школа в сельском поселении Берт-Юрт открыта! Ура! Эту школу действительно ждали очень долго. Раньше в Берт-Юрте функционировала лишь начальная школа, размещенная в здании бывшей сельской администрации. А дети из среднего и старшего звена ездили на учебу в Нестеровское. Был организован подвоз. У нас тогда были условия, конечно, не такие шикарные, как сейчас. У нас была старая школа, а сейчас у нас трехэтажная большая современная школа. И мы очень, и родители, и учителя, и ученики, в том числе, мы очень довольны, и мы рады, что все-таки получилось. И у нашего главы, и у министерства получилось нам создать такие условия, чтобы мы могли комфортно, хорошо работать в школе, и детям было очень комфортно. Не было и условий для всестороннего развития, а это очень важно как для самых маленьких учеников, так и для ребят постарше. В новой школе в каждом кабинете установлены интерактивные доски, компьютеры. Возможностей много. Даже первую линейку ребята встречают в своем первом актовом зале. Раньше не было и его. Ученики уже готовы с энтузиазмом приступить к занятиям. Красивая очень. Я уже хочу поскорее в школу пойти, и чтобы учиться хорошо. Спортзал очень красивый, и актовый зал очень красивый. Мне тоже классно нравится. Мне нравится. Мне тут все нравится. Спортзал, например, очень красивый. Столовый, спортзала, компьютеров, чтобы провести информатику. И, например, кабинет химии, физики, вот этого всего не хватало. В новой школе это все есть. Благодаря строительству новой школы в Берт-Юрте устранена проблема двухсменного обучения, что снимает нагрузку с учителей. Сейчас в учебном заведении обучается порядка 160 учеников. Сама же школа рассчитана на 250 мест. При этом открытие учебного заведения создало около 50 рабочих мест. В текущем году, 2025 и 2024 году, мы открыли ряд объектов в Сунжском районе для ликвидации двухсменного режима обучения. И вот благодаря открытию новых объектов, как мы видим сегодня, мы двухсменку полностью пытаемся ликвидировать. Но к концу 2030 года по указу президента Владимира Владимировича Путина мы должны все перейти на односменный режим обучения. В Сунжинском районе в последние годы активно развивается сфера образования. За последние несколько лет были открыты школы в сельском поселении Троицкая на 720 и 540 мест, в Нестеровском на 420 мест. Дошкольное образование тоже не отстает. За последние годы были открыты 3 детских сада в Троицком суммарно на 410 мест, а также в Нестеровском на 80 мест. Создание новых образовательных объектов особенно важно для Ингушетии, которая из года в год находится в лидерах по демографии. Мария Макеева, Сулейман Костоев, Магаз 24.